карманы посовой дряни. Ваша ностальгия по добрым дядькам весело купится животной страстью и правом надругаться над моей родиной. За что ж тебя так ебануло? Родина моя Россия, Родина моя Россия. Всем хай, с вами Циничный Комяк и мой видеожурнал «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — это обзор происходящего в республике приколов, слова главных действующих лиц и здоровая нотка скептицизма. И я начинаю. Глава республики Коми Владимир Валентин Уйба по прозвищу Губердоктор стремительно деградировал, занимая данный пост. Если до назначения Уйбы Плешивым главой республики о нем большинство не знало, то после он явился как интеллигентный седовласый добрый доктор. Естественно, внешность обманчива, но многие ей поверили. Первой ласточкой деградации доброго деда была странная реакция на безобидный вопрос депутата поселка Жешар Дмитрия Новожилова о 515 закрытых станций переливания крови. Тогдашняя еще временно исполняющая обязанности главы республики ответил: «Вы обиженный человек». После победы на выборах главы республики Коми деградация прогрессировала. Уйба с помощью сына долго не мог пролоббировать на пост зампреда столичного ухаря и мужа светской сосальщицы Вики Лопыревой и Игоря Булатова. Депутаты отказались видеть того своим начальником, и Уйба пошел на обман, заявил, что сам будет рулить, а чуть позже отказался в пользу Лопырева. Это же позорище! Кто-то считает, что Уйба переиграл депутатов, но на самом деле обман — одна из составляющих деградации личности. Человек, который часто занимается обманом, теряет облик человека и приобретает статус рядового пиздабола. Юрий, пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Это произошло в октябре, а некогда добрый дедушка доктор почему-то в самом начале декабря пошел поздравлять детей с Новым годом. Непонимание временных пространств также является деградацией. Здоровый человек не станет 8 марта поздравлять с Новым годом, а 1 января дарит подарки женщинам. Пожалуй, самый громкий скандал разразился в конце апреля этого года. После того, как последняя надежда республики Олежа Михайлов раскритиковал доклад Уйбы о работе местного правительства за 2020 год, губердоктор подошел к нему во время перерыва и поинтересовался, кого тот назвал трусом, после чего предложил пойти выйти, если ты мужик, а также пообещал дать пизды и урыть нахуй. Кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал? Кого ты трусом назвал? Пошли, пошли, выступи публично. Говори, ты уровень, пошли, выйди, какой не Как можно понять из данного видео, уже в конце апреля Уйба деградировал из доброго дедушки-врача в типичного уличного гопника. Никаких политических дебатов, только лексикон низших слоев населения и мордобой, классический подвид гопаря из подворотни. Пришлось даже поддерживать Уйбу самим говорящим путинским усам, а именно пресс-секретарю президента Пескову. Но и это еще не все. Вместо того, чтобы сложить с себя полномочия и отправиться на лечение, Уйба продолжил деградировать как личность и как политик. Следующий случай произошел во время встречи с жителями деревни Мутный Материк по поводу разлива нефти. Уйба обратился к жителям с просьбой сформировать перечень вопросов по селу. В ответ на это жители ответили, что перечень теряется в Усинске и значит нужно обращаться напрямую к Плешивому. От этих слов у губернатора снова полетела кукуха, и он, нисколько не смущаясь, объявил изумленным селянам, что Путин — это он. Формируйте перечень вопросов
Только не надо связывать его там с сегодняшней ситуацией с нефтью, а перспективный, вообще перечень перспективный по селу. С тем, чтобы я посмотрел, во что это выливается. Чего головой качает? Каждый год даем. Мне? Меня ни разу не дали. Ну, значит, в Усинске пропадает где-то. Нет, давайте готовьте. Вот я, Напрямую надо, напрямую. я хочу вам сказать, что вы не то самое. Да какой Путин? У вас я Путин. Какой Путин вам? Ну, а для вас Путин, конечно. Опять говорящие усы президента вылезли из-под шконки и заявили, что вы бы неправильно поняли. Хотя в словах губернатора помимо деградации можно узреть зачатки мании величия. Почему же так произошло, что за год вполне интеллигентный солидный мужчина превратился в истерящего гопника с зачатками мании величия? Есть у меня две версии. Первая из них заключается в том, что Улыба изначально таким был, просто удачно мимикрировал, а позже удача пропала. Вторая версия — это то, что власть развращает и развивает в ее обладателях деградацию. Это деградация дальнейшая. Я посмотрел статистику канала и понял, что большинство смотрит видео без подписки. Но вы можете подписаться, поставить уведомление о выходе нового выпуска и ничего не пропустить. Также, каждый, кто задонатит по указанным под видео реквизитам, попадет в финальные титры с благодарностью за помощь в создании ролика. Ну что ж, на этом все. Не забывайте лайкать и распространять видео, а также подписывайтесь на мои социальные сети, указанные в описании, чтобы ничего не пропустить. До новой встречи!